за счет того, что мы спали, вот как сонные мухи ходили, да? Ну, у кого как. Но у меня было так, потому что у меня работа была связана с тем, что я дежурила сутками, через сутки, через двое, да, и практически так проработала 30 лет практически. Ну, сами знаете, работа врача в РКБ, то есть РБ-2, это один сплошной стресс, правильно? И вот этот стресс, который мы накапливали, он у нас сидел в клетках практически, да, то есть это же хроническая усталость, это вирусы. И получается, когда мы стали пить Акцеллер, у нас постепенно из детокса фиолетового, постепенно наш организм начинал освобождаться. Но до клеток добраться сложно. Правильно же, да? Пока он там пройдет все эти пути через сосуды, через это. Вот. И поэтому, как реакция нашего организма на стресс, мы спали после приема Акцеллер. Ощущение было, что мы как будто бы разбитые становимся, да? Это поначалу. Оно пройдет. Это просто связано с тем, что вы просто очень много накопили в себе вируса хронической усталости. Понимаете? А когда у нас организм начал очищаться, то есть детокс произошел, клетки стали очищаться, мы тогда стали получать энергию. И поэтому мы стали более такие, даже Акцеллер пьем. Я вот, например, смотрите, привыкла работать всю жизнь. Дежурство у нас когда было, то есть там нет понятия, что час ночи, 3 часа ночи, 4 утра, тебя вот так вот бесконечно дергает, да? Вот. Ну, и человек привыкает, естественно, к такому графику работы. Вот даже Максим Архипов, вот он дежурит, а потом приходит как новенький, правильно же, да, такое ощущение, да, как будто человек, хотя работая в реанимации, там не приляжешь, не отдохнешь, называется, там вот такая работа. Вот. А все это связано с тем, что, понимаете, когда мы начинаем освобождаться постепенно от этих клеток, которые начинают в наших клетках наши сидят вирусы, мы постепенно начинаем вначале усиливаться ощущение, что ты разбитый, спать хочешь. Это уйдет. Я, например, выпивая Акцеллер, 12 часов, ложусь в 2 часа ночи, просыпаюсь, и на работу, если мне бежать, пораньше там встать, в 5:30 утра. Я за это время высыпаюсь. У меня голова только коснулась подушки, все, меня уже нету. И я просыпаюсь, когда в 5:30, раньше с будильником просыпалась. Сейчас я просыпаюсь за 5 минут до будильника. Нормально. Вот, просто, понимаете, на то, чтобы наш организм очистился, нужно время. Это же не лекарство, это питание. Именно питание для клеток. И поэтому постепенно оно уйдет от этого чувства, как будто бы мы... Просто это наша хроническая усталость, накопленная годами, она постепенно начинает таким образом проявляться. Ничего страшного, все нормально. Это естественный процесс нашего организма. Понимаете? Врачи раньше в древности как говорили? Иди поспи. Все у тебя пройдет. Сон лечит. Потому что тогда не знали, что вырабатывается гормон щитовидной, это шишковидной железы, мелатонин. И человек, когда сильно уставал или какой-то стресс испытывал, его не зря же говорят, утро вечером мудренее, правильно? Человека отправляли спать. И он мог спать по 3, по 4, иногда по 5 дней. Вот только из-за того, что у него накопилось. Но люди раньше этого не знали, а сейчас мы это прекрасно понимаем. И я говорю, тут нет такого, что определенное нужно время принимать вот эти капсулы, да? За час до сна или за 20 минут. Просто-напросто у нас с возрастом шишковидная железа начинает потухать, постепенно начинает уходить. То есть ее функции начинают снижаться. И вот, когда мы пьем Акцеллер, особенно белую капсулу, она имеет, эта капсула, накапливаться. Мелатонин у нас начинает накапливаться, понимаете? И поэтому нам может хватать и 2 часов, и 3 часов, чтобы мы выспались. Это просто идет накопление. И он тоже же, он же не сразу начинает действовать, правильно? Сразу. Но у некоторых нет. Он должен накопиться. Он должен
должен накопиться в клетках, должен накопиться в межклеточной жидкости, правильно? Поэтому для этого мы и пьем воду в достаточном количестве. То же самое и ацет. Он должен накопиться. Тогда постепенно он будет работать именно как нужно для того, чтобы наш организм восстановился от стресса, избавился от стресса. Поэтому все правильно. Кто как может, но лучше, конечно, соблюдать режим дня и не ложиться так, как я, например, ложусь в 2 или в 3 ночи, да? Ну, поэтому лучше всего, конечно, соблюдать. Ну, просто нет такой прямой зависимости от того, что во сколько ты выпил, да, и ты обязательно должен через это время ложиться. Не получается. Ладно. Ну, давайте теперь я еще расскажу.